Ну вот возьми его, введи, куда там надо. Так. Школьное образование. Мгм. Мгм.
Алло. Да нет, у меня сейчас будет конференция. Но, но. Ладно, хорошо, спасибо. Давай. Ну что? Что? Ты вышел? Нет? Ты смог зайти? Почему? Потому что я тебя не вижу в эфире. Я людей вижу. Ну что, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами проводим вебинар в необычных условиях, домашних, так диктует наше время сейчас. Мы сегодня поделимся опытом работы педагогов 16-й школы города Сыктывкара об использовании дистанционных образовательных технологий на уроках физической культуры. Школьное образование перешло на дистанционное обучение. Дистанционный формат не только учебы, но и жизни привел нас к необходимости перестроить свой день. Как быть с физкультурой? Все педагоги физической культуры в один голос твердят, что уроки физкультуры состоят на 90% из практических занятий, специфика предмета. И мы с этим согласны. Ведь в учебном плане на теорию дается всего лишь 7-8 часов в год. И чаще педагоги дают теоретический материал на практических занятиях, в которых они объясняют основные технические приемы и знания по физической культуре, основы техники безопасности и травматизма, рекомендации по развитию двигательных способностей и навыков в разных видах спорта, правила судейства. Дистанционное обучение перестроило не только нас, педагогов, заставило перестроиться, но и школьников, оказавшихся без традиционных занятий физкультурой. Также их родителей, которые задают вопрос, как выстроить режим самоизоляции и контролировать двигательную активность своих детей. Каким образом педагоги физической культуры будут оценивать их чат? Цифровая организация обучения по физической культуре для многих педагогов и родителей стала настоящим апокалипсисом. Начиная работу в дистанционном режиме, мы полагаем, что нам лучше всего шел бы сервис для видеоконференций. Но собрать всех детей у веб-камер для занятий физической культурой с учетом того, что сейчас дети большую часть времени проводят у гаджетов и занимаются самостоятельно, нам считается невозможным и нецелесообразным. Многие родители стали опасаться, что учителя физической культуры ограничатся лишь только тем, что завалят детей теоретической работой, рефератами и решением тестов, конспектированием по учебнику или творческими конкурсами рисунков. А как же насчет двигательной активности? Как учителя физкультуры будут оценивать детей? В этом нам помогает
цифровые ресурсы. Как организовать занятия любимой детьми физической культурой в домашних условиях совместно родителями и какие открытые ресурсы ждут сейчас наших юных спортсменов, мы поделимся. Но прежде чем организовать данную работу, целостно оттолкнитесь от учебных результатов, которые должны достичь ваши ученики с учетом сложившейся ситуации. Задайте себе, педагоги, несколько вопросов. Чему я хочу научить моих учеников, учитывая условия, каких учебных результатов они достигнут? Следующий вопрос. Как ученики этому научатся в условиях самоизоляции? Каким образом они достигнут этих учебных результатов? С учетом того, что сейчас мы перешли с вами в 4-ю четверть, и темы, разделы новые. С помощью какого или каких ресурсов учащиеся справятся с усвоением учебного материала? Каким образом организовать данную работу, чтобы ученик не остался наедине с проблемой или не с пониманием тому, что происходит и что ему нужно необходимо сделать? Каким образом я, как педагог, могу поддержать учеников в этом? Как я могу помочь им достичь учебных результатов? И как мне, как педагогу, узнать, достигли ли они этих учебных результатов? Исходя из ответов, составьте для себя план работы. Какие учебные материалы нужно создать, как мониторить работу ребят, как и когда предоставлять им обратную связь. В этом помогают цифровые сервисы, используемые на уроках физической культуры. Мы с вами активно пользуемся ГИСЭО, это для нас уже не новинка, все педагоги республики пользуются этим сервисом. Мы прикрепляем, что на сегодняшний день делается нами в данном сервисе, мы прикрепляем в разделе «Домашнее задание» к каждому уроку карту урока, которая является планом работы для учащихся. Карта урока составляется в вордовском документе, педагоги, вы это знаете, и она представляет себя план урока. Я напоминаю, я хочу обратить ваше внимание, что карта урока – это не технологическая карта и не конспект урока, который мы привыкли с вами составлять для себя. Карта урока имеет вид такой, чтобы ребенок мог доступно прочитать и понять, что предстоит ему выполнить. В данной карте урока имеются ссылки на определенные ресурсы, если в этом есть необходимость, все в зависимости от темы. Мы для себя выбрали такую структуру карты урока, которая для всех учеников, начиная с 5 класса мы ведем уроки, для всех доступна и понятно, как по ней работать. Сначала приветствуем учащихся обязательно, рекомендации существуют по работе с данной картой. Мы говорим детям, если есть у вас возможность, распечатайте данный лист, чтобы не читать с экрана. Затем указывается тема и задача урока. Дальше в карте урока имеются пошаговые действия. Можно так сказать, это основная часть урока. Если урок открытие новых знаний, а на сегодняшний день мы работаем удаленно, как я могу показать ребенку технический элемент? Да, можно прикрепить видеозапись, но мы делаем ссылку, активную ссылку, чтобы дети не искали на РЭШ, Российскую электронную школу, которая собрала очень много интерактивных видеоуроков, и технический момент с помощью сервиса РЭШ мы просим посмотреть. Если нет возможности, у ребенка есть альтернатива. Мы обращаем ребенка к учебнику по физической культуре, где он может прочитать техническое выполнение данного двигательного действия. После того, как ребенок ознакомился с техническим действием, обращаю ваше внимание, что не обязательно ребенку просматривать полный урок в режиме онлайн. Ему достаточно, я как учитель, отсмотрев презентацию урок, я делаю акцент, на какой минуте можно презентацию остановить. Достаточно бывает просмотреть буквально 3-4 минуты. И техника движения, понятно. Дальше смотреть нет смысла. Ребенку предлагается после этого выполнить техническое действие, как он понял,
имитационные движения, то есть ему нужно повторить имитацию движения. Естественно, все зависит от условий, в которых проживает ребенок. Также в основной части мы предлагаем выполнить ему творческие задания, если это подходит к данному уроку. Мы предлагаем выполнить действия вместе с родными, с семьей, потому что сейчас семья находится все дома непосредственно с ребенком. Мы предлагаем придумать упражнения. И вот здесь вот, уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, что вот это часть урока и является двигательной. Когда заполняем электронный журнал, у нас ведь с вами так и осталось заполнение тем урока, и когда мы оформляем часть раздела урока, мы указываем, что вот здесь ребенок первой части, допустим, просмотрел материал, ознакомился, можно написать ознакомительное чтение, а затем идут разделы «Все практические». То есть он выполнил имитационное движение, это практика. Он придумал комплекс и его повторил, это практика. Единственные моменты есть, если ему нужно выполнить творческое задание, но в основной части стараемся все-таки давать задания практические. Не забываем о том, что урок физкультуры у нас имеет направленность двигательной активности. Следующий момент. Что еще по структуре своей карта содержит? Обязательно в карте мы указываем рекомендуемую дату и время для начала работы над заданием, сроки выполнения заданий, ссылки на учебные материалы, где ребенок может найти дополнительный материал к данной теме. И ссылки все должны быть активны, чтобы ребенок не искал. И также четкая формулировка домашнего задания, где даются разъяснения. Домашняя работа выполняется самостоятельно или все-таки домашняя работа будет выполнена на отметку. Если выполняется домашняя работа на отметку, учитель обязательно указывает на обратную связь, как может ребенок получить обратную связь с помощью электронной почты, если это электронная почта, ссылка также должна быть активна, или это СМС-оповещение в электронном журнале, или же мы допускаем, что это голосовое сообщение учителю, чтобы ребенок не сидел и не писал дополнительно, не заполнял никаких листов. СМС-оповещение тоже может быть. Также мы используем в своей работе Zoom платформу-сервис для проведения видеоконференций и вебинаров. В чем плюс данного сервиса? В бесплатной версии можно проводить встречи до 40 минут, и участников охват может быть очень большим, до 100 человек. Мы применяем этот сервис для обсуждения определенных каких-то проектов, когда нужно поговорить, и ребенок может озвучить все, что он хочет, и показать то, что продемонстрировать, что он готов сделать и так далее. То есть вполне удобный сервис для работы. Также я уже говорила вам ранее, что мы используем интерактивные видеоуроки сервиса образовательной платформы РЭШ, Российской электронной школы. Чем хорош данный портал? Тем, что в нем имеются уроки физической культуры по всем классам, по всем разделам. И вот когда необходимо изучить технику элемента, вполне мы ссылаемся вот именно на эти ссылки. Google Диск представляет также широкие возможности для хранения различного типа формата. Сейчас немножечко остановлюсь на этом, для чего Google Диск используем. Наши дети имеют возможность выхода, так скажем, на урок в двух видах. То есть мы составляем две карты урока. Одна карта урока для GISEOS – это в вордовском формате, а Google Диск, он составляется в другом своем формате. На мой Google Диск документ мы создаем. И эта же карта урока имеет
имеет место быть, можно прикрепить презентацию, можно прикрепить викторины, которые тут же проверяются. Это очень удобно для учителя, не нужно тратить времени. И я вижу, сколько детей прошло, данное задание выполнило. То есть таким образом, используя Google Диск, даже можно, коллеги, проводить промежуточную аттестацию. Только нужно ее в данный формат ввести, и очень хорошо, удобно считает сама, не нужно проверять, самой сидеть и высчитывать. Все видно очень четко. Мини-викторины, очень удобно. Следующий вид работы нашей, чем мы сейчас пользуемся, которым как бы я даже немножечко мы думали, что не пойдет, но все-таки имеет место быть. Передача учебного материала через видео. Видео дети создают, ну и мы тоже, либо через камеру телефона, либо через запись экрана компьютера. Мы активно пользуемся видео при организации разминки. Зная, какая будет тема, предлагаем детям, кто хотел бы, кто желал попробовать свои силы в записи видео для помощи учителю. И вы знаете, детей откликается очень много. Дело в том, что есть разминки, которые мы не даем в эфир, что есть некоторые ошибочки, но за работу, то, что ребенок работал, старался и подбирал упражнения, да и записывал, еще и пытался объяснить, он тоже получает отметку, это его труд. Мы выставляем обычно разминки, которые соответствующего качества, подходят под урок. Вот вы, если обратите внимание, сейчас на слайде у меня стоит девочка. Данный формат работы позволяет, коллеги, создать ситуацию успеха для ученика. Прежде чем ребенок выполняет разминку, мы его представляем. А сегодня разминку с вами проведет учащаяся такого-то класса, допустим, Касаткина Виктория, кандидат мастера спорта по художественной гимнастике. Сегодня вы будете развивать такое-то качество, или просто у нас разминка, и Виктория проводит разминку, для нее это очень важно, что ее знают не как ученицу 16-й школы города Сыктывкара, ее знают как спортсменку, достигшую уже хороших результатов. Поэтому охотно дети выступают в роли проведения разминок и упражнений на развитие двигательных качеств. Для повышения двигательной активности в период самоизоляции мы используем следующие еще приемы. Я не скажу, коллеги, что есть в этом что-то новое, просто жизнь заставляет нас находить такие моменты, чтобы было интересно, чтобы мы могли оценить, чтобы мы дали возможность детям проявить себя с разных сторон. Пусть даже сейчас у нас на первом месте не спортивные результаты, а творческие. Ну что ж поделаешь, так сложилась жизнь. Листы достижений, которые мы назвали «Спорт в моей жизни», у нас используют все практически учителя. Это наши коллеги, учителя, это наша с вами каждодневная работа, так скажем, которую мы проводим по развитию физических качеств. В начале года мы тестируем детей с вами, в середине года делаем промежуточное такое тестирование, и в конце года для того, чтобы понять, на каком уровне находится ребенок по физическому развитию. То есть мы проводим с вами мониторинг. То есть это наша с вами каждодневная работа. Мы мониторим развитие наших детей. Сейчас, чтобы активизировать работу детей в данном направлении, мы создавали форум среди 5-6 классов и обсуждали, что же мы можем внести сейчас, какие коррективы, так как находимся на самоизоляции, какие листы достижений могут появиться. И, ну, конечно же, идет цель, учитель направляет, вы же всегда ведущим и звеном являетесь в образовательном процессе. Поэтому я немножечко направила, но дети сами к этому пришли, что мы все-таки возьмем упражнения из комплекса ГТО. Они выбрали, обсуждали это на форуме, выбрали 3 упражнения для себя. Цель была такова, чтобы ребенок каждый день выполнял данное упражнение. Они выбрали отжимания, потому что могут выполнять и мальчики, и девочки, и это комплексом ГТО разрешено. Это поднимание туловища, потому что и те его выполняют. И упражнения на гибкость, наклон туловища вперед.
Вот эти 3 упражнения дети выполняют ежедневно и записывают в свой лист достижений. Затем в конце недели они высылают обратная связь учителю. Мы с ними индивидуально, просматривая результаты, делаем определенные выводы и вносим коррективы в тренировочный процесс для того, чтобы все-таки результат появился. Я не скажу вам, не буду лукавить, 100% учащихся не выполняет. Есть дети, которым лень записывать, они, ну, так скажем, относятся со смешком, наблюдая за другими. Но большая часть детей 5-6 классов, которые влились в данную работу, все-таки это выполняют, и им это интересно. Данная работа позволяет ребят все-таки нацелить на выполнение норм комплекса. После карантина мы выйдем, и мы будем продолжать работу в данном направлении, мы пойдем на выполнение норм и посмотрим, каков получился у нас результат. Хочу отметить, что даже дети, имеющие инвалидность, нас поддержали, они тоже тренируются. У меня есть даже презентация, которую я готовлю для другой работы, где ребенок очень усиленно готовится, хочет попробовать свои силы в выполнении норм ГТО. И это помогает детям самим делать анализ своей работы. Что они достигли, как можно улучшить свою работу в данном направлении. Вот таким образом мы работаем сейчас с листами достижений с учащимися 5-6 классов. Еще один момент, который тоже для вас не инновация, это технология проектного обучения. Мы сейчас в формате дистанционно проводим проекты краткосрочные, чтобы при минимум, так скажем, затрат получить максимум усилий. То есть проектная технология дает нам возможность все-таки, так скажем, учебный процесс сделать более увлекательным, находясь вот в таких условиях. Дети сами выбирают тему, темы бывают разные. В основном темы нам диктовало сегодняшнее наше время. Вы все видели, что сейчас в средствах массовой информации не сходит с первой новость номер 1 – это коронавирус, это самоизоляция, это сиди дома, лозунги и так далее. Поэтому наши ребята самостоятельно, так скажем, пришли к некоторым темам проектов. Я сейчас поделюсь опытом, какие проекты у нас получились в удаленном, так скажем, режиме. Огромный интерес вызывают проекты, конечно же, совместные. Когда они начинали самостоятельно, да, пошло. Но когда подключились педагоги и родители, стало намного интересней. Я хочу о первом проекте сказать. Проект был направлен на то, чтобы дети нашли информацию, так скажем, исследовательская такая немножко работа произошла, чтобы они нашли информацию, как можно уберечься в период, так скажем, эпидемии, какие меры безопасности нужно соблюдать, меры гигиены, как нужно себя вести даже дома, находясь дома, что можно использовать в виде антисептических средств, как вообще жить вот в этот период времени. И проделав эту работу, в итоге у нас продуктом данной работы получился видеоролик «Моем руки, остаемся дома». То есть у нас лозунг «Остаемся дома» – это первостепенно, потому что, я вам скажу, первую неделю учащиеся не очень серьезно относились к карантину, они считали, что каникулы-то увеличиваются, как здорово. Поэтому, но когда уже работа пошла такая обширная, мы видим, что действительно это серьезно, и что над этим дети думают, и они ищут информацию. И вот первый проект у нас получился совершенно чудесный видеоролик, он был в соцсетях, вы многие, наверное, видели, он находится у нас на сайте школы. Учитель показала детям, что прежде всего мы чаще моем руки, и как это делаем, передала кусочек мыла следующему ученику, и так целый класс, извините, передал мыло. Они запомнили, что как себя нужно вести, какие меры гигиены соблюдать в период вот этой эпидемии.
Следующий проект, когда уже наши учащиеся посмотрели, что интернет пестрит фотографиями сидим дома», наши учащиеся 8 классов решили, что сидеть дома оно неплохо. Первую неделю мы посидели, все было классно, все хорошо, но надоело. Как бы, может быть, мы все-таки вот этот вот «сиди дома» украсим нашими движениями и действиями. Они решили, что мы будем не просто сидеть дома, а заниматься спортом. Даже договорились, что в одно определенное время мы начинаем заниматься спортом. Я их в этом, педагоги поддержали в этом, мы стали заниматься вместе, в одно время начинаем выполнять какие-то физические упражнения, каждый сам. Потом мы назначали администратора, которому скидывали свои занятия, и вот он таким образом нам сделал, так скажем, коллаж из фотографий, мы сидим дома, но занимаемся спортом. И следующий подпроект пошел «Сиди дома, занимайся спортом», уже эти же дети продолжили, но привлекли к участию родителей. Вот таким образом подпроект вылились вот в такие действия. Я хочу вам сказать, коллеги, что если сначала, когда вы начинаете, так скажем, направлять детей на проектную деятельность и боитесь в том, что будет отказ и не будут участвовать, ошибаетесь. Тем более сейчас времени у них настолько много достаточно, что легко идут на участие. Я вам скажу, в первом проекте, если поучаствовали «Сиди дома», 8 класс, дети, которые уже, так скажем, поведенчески есть, у них какие-то капризы, в силу их возраста, психологического настроя. Если в первом проекте проучаствовало 9 человек, плюс 10-й администратор, который это все монтировал, то уже в следующем проекте мы насчитали, нас было 17 человек, и плюс администратор. То есть, так скажем, охват детей все равно увеличивается. Следующий проект, на котором я хочу остановиться, это «Коронавирус не помеха для нашей тренировки и успеха». Тоже мини-проект. Он у нас шел от учащихся, которые посещают спортивные школы. Дети теперь вынуждены тоже находиться дома. И все умения, которые они получали в режиме реального времени, сейчас они отрабатывают дома в режиме онлайн. И дети самостоятельно мне предложили, если мы вдруг захотим научить ребят, вот мы умеем делать такие-то сложные элементы, которые вы нас не учили на уроке физической культуры, можно мы поделимся с ребятами? Да, конечно же, да. И вот таким образом мы создали, так скажем, пополняем методическую нашу копилку упражнениями, элементами, которые дети научились вне школы, в спортивных школах, которые готовы поделиться своим опытом с одноклассниками, с ребятами с параллели. То есть если кто-то желает из ребят научиться чему-то большему, он может воспользоваться вот именно данной темой, данным проектом, посмотреть и вместе с учащимися, ведущими выполнить данные упражнения уже на, так скажем, несовершенство, на усложнение элементов из разных видов спорта. У нас имеются уже видеотрансляция по баскетболу, по художественной гимнастике, по аэробике, по волейболу. То есть дети заинтересованно отвлекаются на данные проекты. И следующее, я уже об этом говорила, разминка от юных спортсменов, когда мы их представляем, наших детей, и они проводят разминку, но не только разминку, мы охотно, они нам помогают в выполнении упражнений на развитие каких-то двигательных качеств, это там ловкости, силы, записывают комплексы и также дают возможность ребятам выполнить вместе с ними. Что я хочу сказать? Здесь, конечно же, большую роль играет учитель. Вы понимаете, вы должны понимать, уважаемые педагоги, что да, нереально вести урок в режиме онлайн каждый день. До этого не стоит делать. Наша с вами главная цель и задача на сегодняшний день – помочь детям, чтобы они все-таки не забывали, что нужно двигаться, что двигательный режим школьника – это успех в дальнейшей работе, когда мы выйдем после этого карантина. Много зависит от нас. Мы понимаем, что сейчас очень волнуются наши родители об отметках.
Но в этом случае я вам напомню, что если вы слушали видеообращение министра образования, науки и молодежной политики нашей Натальи Владимировны Якимовой, она сказала, что 4-я четверть будет выставляться отметка с учетом первых 3. Поэтому каждый из вас, мы знаем, какие у нас возможности физические у наших учащихся. Мы понимаем, что сейчас проводить какие-то зачеты в режиме онлайн, принимать, это нецелесообразно. Учитывая условия наших детей, где они находятся в домашних условиях, и большинство ребят не имеет возможности двигаться, потому что стеснены в условиях, мы с вами должны все равно только говорить о том, что двигаться мы должны. Карту урока, вот которую мы даем, вы должны изучить и выполнить, поработать по данному плану. Я надеюсь, что для многих вас сегодня, что я рассказала, это не новость, это просто наша бытность. Мы живем сейчас в таком режиме, и выхода нет, и нам придется пока работать с детьми так. Я буду рада, если наши наработки кому-то подкинули новые педагогические идеи. Я буду рада, если кто-то что-то еще предложит и нам, учителям физкультуры, даст эти идеи, даст возможность посмотреть на ваши работы, которые сейчас вы проводите в таком режиме. Ну что, в период карантина занятия физическими упражнениями стали незаменимой частью ежедневного распорядка, и об этом мы детям обязательно говорим. Для детей занятия физкультурой – это не только веселое времяпрепровождение, но и жизненная необходимость. Без этого никак. Всем желаю вам крепкого здоровья. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Ну, вопросов, вижу, коллеги благодарят. Поэтому, коллеги, настраиваемся на работу, работать продолжаем в том же режиме. Не забываем, что дети вернутся к нам, и нам придется работать с ними не в онлайн, а в реальном времени. Сейчас такой перерывчик некий, но мы не забываем, мы напоминаем им о том, что мы есть. Многие дети, ведь когда пишут СМС или на почту мне задания или что-то, вопросы задают, или мы встречаемся в формате видеорежима, ведь для многих детей мы нужны как педагоги-психологи. Они хотят поделиться, спросить, а может, стесняются у кого-то дома поинтересоваться. Поэтому на сегодняшний день мы с вами являемся не только учителями физкультуры, но и психологами, педагогами, психологами. Да, вижу вопрос. Где можно посмотреть ролики ваших проектов? Ролики находятся на сайте школы МАО СОШ номер 16 города Сыктывкара в новостной ленте. Можете открыть, посмотреть. Ролики были ВКонтакте, но их так тяжелее искать. На сайте школы все они размещены. Ну вот вижу, коллега тоже говорит, что малыши, младшие учащиеся начальных классов делятся видео успехами и упражнениями, кто лучше. Почему бы и нет? Конечно. Мы же знаем, что в силу возраста начальные классы – это дети, когда у них преобладает, так скажем, они заражаются друг другом, им очень хочется показать, проявить себя. Да, вполне, очень даже хорошо. Но не забывайте детей, коллеги, хвалить, не забывайте одобрительно относиться, тем более сейчас, когда находятся несколько в замкнутом пространстве, и уже тяжело детям быть все время в одном месте при их энергии, при их физиологической потребности двигаться, гулять, играть. Они сейчас находятся в стесненных условиях. Пожалуйста, хвалите, давайте им, так скажем, создавайте ситуацию успеха,
чтобы у них было желание выполнять. И у меня большая просьба вот всего, что я говорила, вот эти карты урока, если вдруг вы будете в своей работе использовать, не загружайте лишней терминологии. Детям это непонятно. Да, очень трудно нам перестроиться, когда мы научены писать свою технологическую карту в одном формате, а для ребенка ее нужно создать совершенно в другом формате, чтобы ребенок не запутался, не устал читать, не плюнул и не отбросил эту бумагу и сказал: да зачем оно мне надо, я не буду делать вообще ничего. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным и внимательным, чтобы детям не надоело выполнение того, что мы просим. Чаще давайте задания с творческим подходом, самостоятельно, чтобы они могли еще что-то предложить. А что предложил бы ты вот на сегодняшний урок? Мы никого, вот есть туда реплика, так ведь мы не заставляем. Конечно, мы не заставляем. Вообще в своих картах, уроках я пишу: а вот это задание ты можешь выполнить, а если у тебя нет настроения, то выполни в другой раз. Мы не заставляем, естественно, но мы направляем, мы являемся с вами кураторами. И от того, как мы направим ребенка, будет зависеть результат. Но вижу, что активно подключились учителя начальных классов, ну, учителя физкультуры, которые преподают в начальных классах. Да, в начальных классах, я вам скажу, интерес у учащихся к физкультуре огромнейший, там 100% детей любят физкультуру, ее обожают, бегут туда с радостью. Уже сложности возникают с ребятами старших классов, 11 вот 10 класс, там уже интерес поддержать, конечно же, сложнее. Здесь чаще я все-таки рекомендую вам устраивать в Google формах различные опросники, недолгие, простые вопросы, которые они быстро решают, но при этом должны тоже выполнить двигательные упражнения. Сейчас девчонки многие жалуются: вот, спортклубы закрыты, мы не можем, фигура, лето, выпускной. На что говорю: девчонки, 10 тысяч шагов никто не отменял. На кухню обратно ничего не берем, мы только ходим по квартире. Спокойно можно 10 тысяч шагов нашагать. А если вы еще и включаете в ежедневное выполнение упражнения на развитие, на растяжку, там, гибкость, на силовые способности, то с фигурой будет все в полном порядке. Поэтому тут уже, извините, кто что хочет, тот и получит. Если не делать и не пользоваться ничем, то, конечно, мы получим после карантина наших миленьких, пухленьких деточек, которые начнут снова мучиться, входить в эту легкую атлетику с трудом, с тяжестью. Так, у кого-то сейчас почему-то, ну, гимнастика, акробатические комбинации высылают. Но да, конечно, и такое место может быть, высылают акробатические комбинации, дети делятся, что они могут составить. Но не забывайте им сказать, что какие-то элементы, предложить, что какие-то элементы вы можете сделать и в домашних условиях. Поэтому наша с вами задача все-таки увеличить двигательную активность детей, имея вот условия на сегодняшний день. Но ведь комбинации, вот пишут, сами говорим, что не перегружаем детей, а в то же время даем им задание составить комбинации. Ведь, вы знаете, педагог ведь сейчас пишет свой опыт. До этого, возможно, у него были другие уроки. И когда через ряд уроков, когда дети просто самостоятельно работали или там у них была определена одна задача, а тут его учитель попросил составить комбинацию, я думаю, никакого труда не представляется, если дети это усвоили данный материал, очень быстро они как бы напишут, составят комбинацию. А потом мы же понимаем, что ребенок все равно не напишет комбинацию, не опишет ее так, как требуется у нас с вами, у профессионалов, у учителей физкультуры. Поэтому как дети описывают, вы же все прекрасно знаете, но каждый опыт, любая работа ребенка должна быть все-таки учителем одобрена или дана рекомендация, чтобы ребенок не остался в тени. На сегодняшний день это тоже очень важно, коллеги.
Ну, вижу, все уже благодарят, спрашивают про сертификат. Про сертификат, к сожалению, не могу ничего сказать. Надо мне узнать у кураторов. Ну, всем спасибо большое. Обращайтесь. До свидания. Желаю всем здоровья.